Здравствуйте, я Барамбай Кижан, ученица 7 класса общеобразовательной школы имени Гали Бегалиева. Представляю вашему вниманию исследовательскую работу на тему «Люби и знай родной свой край». Любовь к родному краю питает любовь к родине. Познать свой край, изучить его, значит полюбить его еще более глубоко. Для каждого существует малая родина, родной край. Для меня это поселок Кушанколь. У меня возникло желание узнать, почему наш поселок так называется, какова его история возникновения, узнать о исторических личностях и культурном наследии моего села. Я провела опрос среди школьников. Оказалось, что не все мои сверстники, даже взрослые, знают о родном крае. Поэтому я решила провести исследование на тему «Люби и знай родной свой край». Цель проекта. Целью данного проекта является изучение и исследование родного края, рассказать о памятных местах и примечательных местах, знаменитых людях, которые внесли вклад в развитие села, популяризация имеющихся краеведческих материалов, развитие навыков исследовательской работы и воспитание школьников патриотических чувств. Если мое родное село Кушанколь, находится в Костовском районе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. Административный центр Кушанкольского сельского округа находится примерно в 40 километрах к северо-западу от села Костовска. Село расположено в 1,5 километрах от реки Малый Узен, по которой в окрестностях села проходит казахстанско-российская граница. Возникновение названия села Кушанколь связано с именем человека. Известно, что русские казаки, прошедшие на территорию нашей страны со всего мира, не проявляли никакого уважения к нашим предкам. Например, они не давали приблизиться к реке Жайк, угоняли их скот. Трудно было описать насилие, совершенными русскими богачами, купцами и коневодами. Все это вызывало у казахов гнев, в том числе у молодых вроде Кушана. Он был известен тем, что Кушан перегонял у русских казаков скот, отобранный у казахов, и раздавал их бедным людям. А перегонявших животных он прятал в озерной земле. Поэтому это место назвали именем этого человека. Урдабай. Село входит в состав Кушанкольского сельского округа. Находится примерно в 31 километре от села Костовска. Название этого населенного пункта связано с именем человека. Урдабай жил в середине 19 века. Из рода Кулсуин, Байбакты. Он был состоятельным человеком, известным своим добродушным, шустрым и веселым характером. Он поселил свой народ, братьев и сестер в озерной земле, названный в честь человека из племени, известного своей честностью, трудолюбием, чистоплотностью и здравым смыслом. Жаль, что сведения об этом человеке вместо говоров не сохранилось. Родная природа – это то, что окружает нас с детства. Тот пейзаж, к которому мы привыкли, это что будет радовать нас каждый раз. Куктерикская роща и ручей Милицай и Кандексай не прекращают очаровывать и радуют глаз человека своим великолепием. Куктерик прекрасен независимо от разных времен года. Всегда можно найти то, что обрадует и удивит. Вызовет гордость, что на моей родине такая красота. Куктерик находится в 5-6 километрах от села. Он расположен вдоль реки Сарузен. Кроме изучения архивных документов и интернет-ресурсов, я решила обратиться к старожилам нашего поселка. Они рассказали о возникновении названия Милицай. Милицай связан с именем человека по имени Медет. Чем он прославился? В 1928 году, когда Кушанколь строился как МТС, среди сел велись работы по трудоустройству. В это время Медет интеллигентный и открытый сельчанин. Он собрал всех кушанкольцев, объединил их всех и посадил на тополя, чтобы не прорвало рудник Бакасай, русло, впадающее в Сарузен. Спустя несколько лет Милицай превратился в красивое место, где квакают лягушки, плавают рыбки и щебечут птицы. Старожилы нашего поселка с теплотой вспоминают имя нашего веселого деда Медета, возглавлявшего с одной стороны работу по озеленению Куктерика, с другой стороны работу по благоустройству. Об одиноком доме существует легенда. Легенда гласит: у реки стоял одинокий дом. В доме жила одна пожилая женщина. Женщину звали Акеш. Рядом с ее домом стоял одинокий тополь. Муж и сын старухи не вернулись
войны. Душа старушки наполнилась пеленой одиночества. И одинокий хлопок, изолированный от других тополей, стоял как свидетель одиночества. Как бы для того, чтобы делиться социальными тайнами, общаться по душам с одинокой старушкой. Наверное, любой человек гордится местом, где он родился и живет. Особую гордость испытывают люди, если в их городе или селе живут или жили известные люди. Вот и мне захотелось узнать, какие люди жили и внесли вклад в развитие села. Сейчас многие говорят о любви к своей малой родине. Но для того, чтобы ее любить, нужно сначала ее узнать. Ержанов Амангалиев, Айсек Денишев, Галам Хайбышев, Галиб Галиев – труженики нашего села, которые внесли вклад в развитие нашего села. В их честь в нашем селе названы улицы. Сегодня наша школа носит имя Галиба Галиева, заслуженного учителя Казахстана. Знакомство с представителями прошлого помогает оценить настоящее. Воспитание, любить, любовь и уважение к людям труда. В 1980 году, жителям села было посажено 1800 деревьев, сооружен памятник и обелиск в честь Великой Отечественной войны, в память об их мужестве. Парк назван в честь имени Самингирея, нашего уважаемого гражданина, уделявшего внимание сельской культуре. Парк стал для всех жителей села центром красоты, доброты, уюта и радости. Это богатство, которое мы должны сохранить и беречь. Еще одним ценным наследием нашего села является мазар святого Оспаната. Оспаната, прадед семьи Денишевых, жил в 19 веке, был святым человеком, мудрым советником своего села. Сельские жители считают это место святым и до сих пор привязывают белые платочки и кладут их на кладбище. Мазар посещают люди, которые просят у Бога и хозяина мазара милости, помощи и выздоровления от какой-то болезни. Я провела анкетирование на тему «Знаю ли я свою малую родину?». В анкете участвовало 50 человек. На первый вопрос ответили ученики начальных классов. Результаты таковы. Все учащиеся ответили, что знают, как называется большая и малая родина. На второй вопрос 60% опрошенных знают из местных людей из села. На третий вопрос 67% старшеклассников знают историю нашей малой родины. 70% одноклассников знают, в честь кого названо село. На вопрос, что вы знаете о культурном наследии своей малой родины, 75% опрошенных знают о культурном наследии своей малой родины. Вывод. Отсюда следует, что многие учащиеся нашей школы хорошо знают историю нашей малой родины и в честь кого она названа. Просто некоторые учащиеся не смогли более конкретно и правильно сформировать свой ответ. Время движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются понятия и представления о жизни. Нельзя двигаться вперед, нельзя представить будущее, не зная прошлого, не понимая до конца всей важности и значимости тех вещей, тех событий, которые произошли. Надо понять, я еще не выбрала свою профессию и не нашла свое призвание, но я хочу, чтобы в будущем не забывали про историю нашей малой родины, чтобы ее передавали из поколения в поколение. В ходе исследования гипотезы я подтвердила свою гипотезу, согласно которой, что многие дети станут более уважительно относиться к своей малой родине. В дальнейшем я планирую продолжить свою исследовательскую работу, изучение истории прошлого моего села
и надеюсь дополнить свою летопись новыми фактами, пока мне неизвестными. Спасибо за внимание.